С января 2023 года по всей России стартовала декларационная кампания по доходам граждан за 2022 год. В настоящее время управлением начата рассылка уведомлений налогоплательщикам. Предоставить декларацию о доходах необходимо не позднее 2 мая 2023 года. Об этом еще раз напомнили на брифинге в управлении Федеральной налоговой службы России по Чувашской республике. По предварительным данным, в республике свыше 49 тысяч налогоплательщиков граждан имеют такую обязанность. На сегодня более 5 тысяч налогоплательщиков уже исполнили свои обязанности по представлению декларации. Подать его можно следующим способом: электронно, через сервис «Личный кабинет для физических лиц», либо по ТКС, непосредственно в налоговом органе лично, либо через уполномоченного представителя, который действует на основании нотариально заверенной доверенности. Кроме того, напомнили, какие категории граждан должны отчитаться о своих доходах. Это индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты и многие другие. Отчитаться о доходах необходимо, если в 2022 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость или иное имущество, которое находилось в собственности меньше минимального предельного срока владения. Получил доход от реализации имущественных прав, получил доход от аренды, получил доход от источников за пределами Российской Федерации или зарубежных источников, получил дорогие подарки не от близких родственников, или получил выигрыши на сумму до 15 тысяч рублей. А также физическими лицами в случае, когда физическое лицо получило доход, с которого в течение года не был удержан налог. Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, главы крестьянских и фермерских хозяйств и арбитражные управляющие, которые находятся на общей системе налогообложения. Также рассказали о том, кто имеет право на налоговые вычеты и должен ли сам гражданин представить декларацию, если работодатель не удержал НДФЛ. Очень часто граждане спрашивают о том, есть ли у них обязанность по представлению декларации, если у них на работе их работодатель не удержал у них налог. Если налоговый агент не удержал у работника НДФЛ, то такой работник должен самостоятельно отчитаться, представив декларацию 3 НДФЛ в налоговый орган и самостоятельно уплатить налог. Но сделать это нужно только в том случае, если работодатель не сообщил в налоговые органы о сумме неудержанного налога. Если работодатель сообщил в налоговые органы о том, что с работника не удержана какая-то сумма налога, то в этом случае гражданину уже не нужно выдавать декларацию, потому что эта сумма будет отражена в сводном налоговом уведомлении, и по которому срок уплаты 1 декабря. Любой гражданин, у которого есть личный кабинет, может очень просто узнать, сообщено работодателем о его сумме или нет, есть у него сумма неудержанного НДФЛ за предыдущий год или нет. Достаточно зайти в личный кабинет, посмотреть свои сведения, 2 НДФЛ о заработной плате за предыдущий год, и там есть графа «Сумма неудержанного налога». Если какая-либо сумма там отражена, соответственно, эта сумма войдет в сводное налоговое уведомление, и по ней дополнительно отчитываться по форме 3 НДФЛ не нужно. Следующий очень актуальный в нынешнее время вопрос, который также задают нам граждане, это как представить декларацию по форме 3 НДФЛ мобилизованным гражданам. Срок представления декларации 3 НДФЛ для данной категории налогоплательщиков продлен на период несения военной службы и до 25 числа включительно 3-го месяца после окончания военной службы либо увольнения с военной службы. Все можно отследить в личном кабинете в режиме онлайн или через программу «Декларация». Для этого нужно заполнить форму 3 НДФЛ. Нарушение сроков подачи декларации может повлечь за собой штрафы. Узнать более подробную информацию можно на сайте налог.gov.ru. Елена Яковлева, Юрий Гурьянов. Жизнь столицы.